Selam aleykum, vaxt şərifiniz mübarək olsun. Millət və Zaman yayınının bugünkü subjetimiz və mevzumuz milli sanatımız ilə bağlı olacaq. Sanat, onun çeşitləri, inkişaf yolları nə ilə bağlı? İşte bu mevzunu müzakirə etmək üçün biz bugün studiyamızda cəmiyyətimizdə hayat belli olan insan, rəssam, Buyuk Arif'nin rəssam və sanatçınaz Çurlu Mahmut ağanı davet ettik. Hoş geldiniz. Selam алейкум. Мамут ага, произнося ваше имя, Мамут Чурло, сразу возникает ассоциация, что человек связан со всеми видами национального искусства, какие существуют в данный момент. Как так получилось, что вы действительно профессионал, вы действительно знаток в каждой отрасли национального искусства и ремесла? Так по жизни получилось, что у меня первое образование было музыковедческое, то есть искусствоведческое. Потом я, значит, поменял профессию, стал художником, в первую очередь, по текстилю в Средней Азии. И в связи с этой профессией пришлось изучать народное искусство и тех народов, которые нас окружали. А там это как бы море, рай народного искусства. Это узбеки, таджики, киргизы, все потрясающий мир удивительный. Вы всегда рассказываете, что все началось с ткачества. Да, первая моя специальность художественная была ткачество. Я ткал гобелены, делал всевозможные эксперименты в текстиле. А когда я уже переехал в Крым, стал искать позитивное. Позитивное оно нашлось в народном искусстве. Народным искусством крымско-татарским я интересовался еще в Средней Азии. Там при помощи Заремы Тарасиновой я познакомился с коллекцией нашего артиста. В Ташкенте была коллекция такая крымско-татарского искусства первый раз. Потом, когда первый раз в Крым попал в 1987 году, я в Ханском дворце посмотрел. Это меня заинтересовало, и стал заниматься изучением. И как-то вот получилось, что участвовал во всех проектах по восстановлению, в первую очередь, народного ткачества в 1996 году. В первую очередь заинтересовался я орнаментом. Еще в 1996 году уже вышел мой сборник орнаментов для детских садов и школ. И вот эта 30-летняя работа с орнаментом, она привела к как бы созданию и восстановлению целой системы знаков орнаментов, которые лежат в основе нашей культуры, нашего искусства, которая имеет очень древнее происхождение, которая имеет единую основу с культурами всех народов практически, так же, как генофонд. Вы для себя как решили? Все-таки это больше хобби, это профессиональный интерес, это увлечение? Это интересно, это увлечение, и другое, это еще и обязанность. И я обязан это сделать и передать последующим поколениям эти знания. Каждый мастер, каждый искусствовед, знаток истории, он всегда пытается привлечь к себе учеников, чтобы передать им эти знания, подготовить плеяду после себя. Да? Для вас это стало творческое объединение «Чатырдак». Расскажите о возникновении. Да, это был проект «Крымский стиль». Уже в то время была керамика, были килимы, была вышивка какая-то там. И как бы получилась очень интересная выставка такая. И как бы я понял вот этот вот путь, которым надо идти. Надо устраивать постоянно выставки, которые служат стимулом для художников. Какими качествами должен обладать вот тот человек, либо тот художник, либо тот, кто просто заинтересовался и пришел к вам за этими знаниями, чтобы впоследствии он стал действительно мастером своего дела? Ему должно быть в первую очередь это интересно и нужно. Приходят те люди, которые интересуются в какой-то области, кому-то интересно там резать по дереву, кому-то вышивать. Сейчас очень много женщин, которые вышивают. Кто-то металлом занимается, кто-то еще какими-то другими, значит, видами. Керамика. Сами приходят, сами присоединяются. Если я вижу у человека интерес, я его приглашаю на свои тренинги, семинары. И таким образом мы движемся. Или мы, допустим, готовимся, каждый год мы несколько выставок проводим. Значит, какой-то новый человек появляется, мы готовимся, я уже индивидуально с ним работаю. На ваш взгляд, какой вид национального искусства или ремесла развит наиболее на сегодняшний день? Наиболее вышивка сегодня развита. Потому что она очень большой интерес у женщин.
Есть даже уже две как бы обучающие группы. Это вот Венера Курмаева ведет одну из групп. У нее много учеников. Студия «Арслан» в Бахчисарае, они уже около 90 человек обучили двум видам вышивки, значит, золотой шитье, золотной маклама и татаро-шлеме двухстороннее. А, кстати, сколько всего видов вышивки? Даже три. У нас? У нас даже три. Третий вид, он как бы не очень пользуется популярностью. У нас всего одна мастерица, которая этим занимается. Эльвира Османова, и Хатиджа Юнусова, и я, мы обучали группы тоже. Человек 30, наверное, обучили. Напротив, какой вид может быть не развит вообще или очень мало развит, и на что нам нужно сейчас обратить внимание? Я имею в виду вид ремесла, может быть, который еще не до конца возрожден. Ну, нет мастеров. такие есть. Допустим, вот представьте себе, что у нас в XVIII веке в Крыму производили на экспорт 400 тысяч ножей. И они расходились по всем соседним странам, вплоть до Европы, туда дальше. Можете себе представить. Сегодня вот ведутся исследования, и сегодня есть люди, которые пытаются что-то восстановить, но это пока в таком очень зачаточном состоянии. Или, допустим, у нас, профессия ювелира обозначается словом куюмджи. А что это означает? Куймак – это лить, отливать. То есть это литейщики. И все старинные украшения были отлиты из бронзы. А вот филигранные появились уже немножко позже, и они как бы заместили собой вот это вот литье. Тоже есть энтузиасты, один-два, которые только начинают что-то делать. Возможно, это тоже будет восстановлено. Если продолжить ваши слова об орнаментах, ведь код был очень важен в орнаменте, будь то вышивка, будь то резьба или другие виды искусства. Вот как использовали этот код люди, простые люди, которые, может быть, это мы сейчас раскрыли книги, прочитали, да, встретились с какими-то преподавателями, искусствоведами, узнали. А ведь простые люди, они передавали из поколения в поколение. Дело в том, что у нас этим кодом владели профессионалы. Вот, допустим, у нас вышивка, орнамент, да, и мы все знаем уже, почти все знают, что каждая девушка, подготавливая приданое, сама вышивала, там, сама ткала, да, но она не рисовала, эта девушка. И мама ее не рисовала, и тетя не рисовала. Были специальные мастера в каждом селе, в каждом городе, и не один, они назывались накаш. То есть это два корня. Нагаш – это орнамент, каш – это персидский корень. Тянуть, значит, рисовать. Профессиональные рисовальщицы, которые были носителями этого знания об этом коде и умения это рисовать, умение рисовать. То есть подготовительный этап вот начинался с... Любая приходила, значит, к ним, и за определенную плату она делала рисунок. Она могла обучить технологии. Она могла обучить технологии вышивки. А богатые люди могли ей заказать самые там шикарные вещи, потому что это была мастерица как бы высшего класса. Она не только рисовать умела, она умела вышивать и ткать, и все делать хорошо. И ведь учитывали современное положение девушки, да, что у нее сейчас замужем она... Дело в том, что весь этот код, он связан был с продолжением рода, основной функцией. И там основная, самая большая группа знаков – это женские знаки, потому что это знаки продолжения рода. И вторая большая группа знаков – это обереги. Это все знаки – это магические знаки. Они направлены были на то, чтобы женщина сохраняла и имела репродукционную функцию продолжения рода, и ее нужно было защищать этими знаками. Вот две группы знаков. Мужские знаки там минимальное значение имеют. Если говорить о цветах, какие характерные для нас были цвета? Сейчас в современном мире не путаются в современной нашей жизни, когда пытаются, да, компоновать какие-то оттенки. Не путают ли, не применяют ли их неправильно? У нас неправильно применяют орнаменты. Мало кто их знает. Вот на костюмах мы видим
не знают костюмы. Мужчины у нас никогда этого золотого украшения не носили, они работали. Посмотрите на костюм, допустим, кавказских народов. У них женщина вся там расшита, а мужчина, он воин. У него костюм воина, у него нет никаких украшений, он мужчина, понимаете? У нас то же самое было. Мужчина был работяга, воин. Ему не нужно было никаких золотых блестяшек и побрякушек. И вот это все украшательство, оно сейчас правит бал. И мы с этим как-то, как можем, боремся. А я надеюсь, что как-то мы придем к этому. А по поводу цвета я скажу, что какого-то определенного характерного цвета крымско-татарского не существует. В старину были краски растительные. Значит, они пользовались, там, вышивальщицы или там, ткани, теми возможностями, которые были у тех людей, которые красили ткани, которые красили нитки для вышивки. Когда в последней четверти 19 века появились химические красители, которые в Германии изобрели. Они более простые и более дешевые в употреблении, они тут же завоевали весь рынок. Это сотни тысяч тонн стали производить этого красителя на весь мир. И это сразу оказалось, значит, отразилось и на наших вышивках. Там мы видим все эти яркие, иногда ядовитые цвета, иногда некачественные. Когда вода попадает, эти краски потекли. Мы видим потеки на старых работах. Но талантливый мастер, он всегда талантливый. Он и в этой гамме, значит, насыщенной тоже находил возможности выразить себя. И есть образцы и удачные, и неудачные. Так что и такие же процессы происходили в народном искусстве всех народов. Вот краска там появилась, она пошла в ход, значит, она там начала менять ситуацию. По поводу характерности, просто мне хотелось поговорить о том, что, например, девушка в молодом возрасте, незамужняя, она часто салатовый цвет, зеленый, такие яркие цвета надевала, даже в фольклоре отразилось «Ешель кисем танырлар, мены йолджу санырлар». То есть она еще не замужем девушка, да? В более старшем возрасте женщина уже использовала бордовый цвет. Дело в том, что в этом смысле, ну, какая-то информация есть о том, что девушка засватанная, она одевала красный цвет уже. Ну, как светофор. Зеленый свет одела, значит, она еще не засватанная. Красное одела, уже занята. Дорога закрыта. Ну, это своего рода, да, передача информации. Но женщины, в принципе, замужние, они могли одевать платья любых цветов. Мы это видим, допустим. Есть такая большая акварель известного художника-акварелиста Яновского в Ханском дворце. Она была написана по заказу Баданинского. Огромная акварель «Татарская свадьба». Там около 20 женщин вот так посадили в костюмах в национальных. И мы видим, что они всех цветов. Голубой, желтый, там, красный, какой любой цвет мог быть. Мы видим, что сейчас особенно вот молодые люди, да, молодые девушки пытаются внести национальные элементы в свою современную одежду на каких-то мероприятиях, свадьбах и так далее, даже в повседневной жизни. Вот на ваш взгляд, вот это внешнее и внутреннее, насколько и в какой степени должны гармонировать и соответствовать друг другу? Сейчас уже новая волна – это как бы дизайнеры одежды, которые имеют у себя автоматы вышивальные, и чем больше вышивки там будет, тем дороже платье. Значит, они стараются эту вышивку где угодно, даже вот там хвосты какие-то делают на свадебных платьях, и на них даже орнамент делают, знаете. Вот сзади какой-нибудь хвост – это страшный абсурд. Ведь раньше вышивка не располагалась в нижней части одежды, женской. Вышивка была в строго определенных местах одежды. Во-первых, эта вышивка была односторонняя, в первую очередь, золотой шитью. Это были элькабы, это был фес. Все. Две вещи, которые были вышиты. Ну, плюс еще марама сверху. Это двухсторонний. Давайте поподробнее, почему? Двусторонний. Скажите, пожалуйста. Костюм каждого народа, он там выражает его сущность, отношение к женщине. Я вот когда там по костюму лекции читаю, я показываю костюм, допустим, дагестанской женщины. Да? Она вся завешена оберегами металлическими, ювелирными украшениями. Там, треугольниками, дуалыками, треугольными, цилиндрическими, все. Вот эта вот защитная функция, она полностью. Турецкая женщина, костюм турецкой женщины, биндала называется, 1000 веточек. Она все золотом вышита, вот это все.
это говорящие детали. А в крымско-татарском костюме? А в крымско-татарском костюме, вот, давайте думать, да, вот здесь акцент, да, и еще здесь, ну, вышивка очень редко была, мы находим образцы, только они как бы совершенно не разгаданные, а было, значит, золото, монеты, украшение монет, то, что жених подарил невесте, он минимум 20 монет должен был подарить, а у некоторых было как рыбья чешуя, старики говорят. Значит, здесь вот, причем здесь золотом вышито здесь. И давайте разберем, что это за части тела. Это голова, да? Какая она? Золотая голова, да? Значит, умная. Если мы Акцент так переносим, на акцент, интеллект, золотая на голова, ум. Ручки золотые, акцент куда? Ручки золотые. Эльчеберлиги. Да, она работящая, она аккуратная. Значит, у него здесь и здесь у нее. Это что здесь у нас? Сердце, душа. Душа, сердце. У нас прекрасный костюм. А пояс – это оберег. Весь он состоит из женских знаков, оберегов, и ниже уже никаких акцентов нет. У нас сейчас этим орнаментом вот так вот все покрывает. Где только... У меня есть фотографии, примеры, где только не налепят этот орнамент. Я говорю, уже думают, куда еще можно. На хвост налепят, значит, там еще куда-то. То есть абсолютно без всякого смысла и без всякой цели, но без всякого смысла. Это называется украшательство, понимаете? Просто стремление выглядеть красивее, чем этот костюм, а на самом деле превращается в абсурд. Я хочу продолжить тему эль-капы. Да. Вот мы знаем, да, что покрывалась кисть, но потом ее можно было бы отвернуть. С чем это связано, расскажите. Ну, это уже мусульманская традиция, чтобы не показывать, допустим, это самое, там, вы же знаете, что сейчас масса фотографий, что женщины ходили на улице в феридже. То есть это белая ткань, только глаза открыты были, и все. Женщины в своих костюмах на свадьбах только в своем сообществе были открыты. Даже вот на свадьбах отдельно женщины были, отдельно мужчины. То есть женщины только перед женщинами и с ближайшими родственниками были в своих прекрасных костюмах. Все остальные не могли ее увидеть. И на улице она, естественно, закрывала руку, потому что рука должна была быть наружу, она ее закрывала только пальцем. Чуть-чуть прикрывала. Да. Насколько сильно отличался каждодневный бытовой костюм, ну, например, женщины, да, от костюма, который был предназначен для выхода в свет, либо на какие-то мероприятия? Ну как раз вот эти элькабы и вот эти фесы расшиты, они были предназначены для выхода на мероприятия. Плюс ткани, они для таких выходных платьев были, ну, максимально как бы красивые. Если там 19 век, начало, конец 18, это в основном полосатые ткани, их проще всего выткать на станках, то уже вот по этой акварели Бодоненского мы видим, что там уже как бы женщины используют промышленные ткани, российские, там, может быть, завозные откуда-то, много на них цветов. То есть я хочу сказать, что если бы это не было депортации, если бы эта традиция продолжилась бы, то весь богатейший набор современных тканей, дизайнер, он был бы на наших женщин. Ну и, наверное, в насыщенности вышивки. Дома, наверное, ходили более... Нет, вышивка была только вот на марама и на элькабах. И это самое. Дома вообще никаких украшений не было. Это простые платья были, платки на голове и передники для того, чтобы работать. Рабочая одежда была дома. Сейчас очень многие стараются и быт, свой дом, дизайн дома формировать в соответствии с какими-то тоже национальными элементами. Что вы могли бы посоветовать, на что нужно больше обращать внимание? Это очень сложный вопрос, потому что сегодня... Основные какие-то пункты, которые... Дело в том, что раньше, вот надо себе представлять, как жили люди раньше. Это были очень многодетные семьи, во-первых, там по 10, по 9, по 10 детей. И они жили в довольно как бы ограниченных пространствах. Для каждого комнату построить никто не строил. Это было общее пространство. И оно было многофункциональным. То есть мебели практически не было. Вот одна была там стенка какая-то, в лучшем случае, где там какая-то была посуда, там стояли сундуки с миндерами, с одеялами.
Судулаб был такой, душевая кабина у нас была. В каждом крымско-татарском доме практически была типа душевой кабины. Значит, то есть вот специальный поддон, где человек мог помыться, сделать ритуальное там, ну, все, что положено мусульманину. Да? А пространство было пустым. На этом полу можно было разложить миндер и принять гостей. Здесь же был очаг, где готовили пищу. То есть все инструменты, все это вот оно собиралось и тут же разбиралось. Стола не было специального. Была подставка сборная, приносили сыны, большой поднос, на нем кушали. Вот маленькая хуна, маленький столик такой, на котором пищу готовили, раскатывали, он был вот такой высоты, его на стеночку повесили, и это пространство освобождалось. Вся посуда была выставлена на полках, на рафах. То есть, вот, если надо было спать, стелили это все, там 10 человек, 20 человек, если это одна комната была, они спали здесь. То есть пространство постоянно менялось, многофункциональное было. И оно не было загромождено мебелью, потому что все происходило на полу. И мы видим по картинам художников, по гравюрам художников, что это вот люди побогаче, у которых было там побольше пространства, они уже делали сеты, допустим. Вот в Ханском дворце мы видим там везде уже сеты повыше. Ну, это единственный вид мебели практически, который там применялся. Так что вот, сегодня, понимаете, в сегодняшних условиях нужно человеку там работать, допустим, если дети, они учатся, им нужен стол, им нужен стул, правильно, там, шкаф каждому нужен. То есть мы уже отдельная, может быть, комната, в которой он должен там учиться, спать. Там мы разнополых детей разделяем, допустим. То есть сегодняшние условия, они требуют, чтобы мы уже другие условия существования, они требуют другие как бы приемы жизни. Да? И возможности у нас для этого есть. Какие дома построены, вы видите. Да? У нас есть возможность каждого человека своим индивидуальным пространством, своей индивидуальной там, мебелью наградить. А национальное можно вводить уже в виде, вот чем мы занимаемся. Мы адаптируем старые наши традиции, наши орнаменты к тому, что мы на этой основе современные произведения создаем. Если раньше интерьер был небольшой, и когда на рафах вывешивали эти вышивки, их было достаточно. Они были рядом. Пространство было небольшое, и они выполняли свою функцию, вот эту там магическую функцию, воспитания, потому что это как картинная галерея. Вышивки висели, тканые произведения в помещении. А сегодня у нас огромные пустые стены. Мы делаем для них большие панно. В технике вот каплама то же самое. То есть техника каплама — это третий вид вышивки. Это аппликация с вышивкой. Аппликация большие плоскости на больших плоскостях и немножко вышивки, допустим. Но орнаменты, смысл и тему мы оставляем. Делаем богатые декоративные вещи для украшения интерьеров, которые сегодня как бы, культурный уровень постепенно растет нашего народа. Он, конечно, очень много потерял за счет этой депортации. И в конце нашей программы, Махмуд ага, все-таки глубоко ли изучено наше национальное искусство, наши ремесла, орнаменты, вышивки? Вот вроде бы в последнее время очень-очень много и книг, и различной информации. Насколько глубоко мы это изучили? Этот процесс идет. Он идет. Вот уже достаточно глубоко мы проникли в это, но чем больше туда погружаешься, тем больше видишь, что там огромные совершенно возможности для дальнейшего изучения, новые темы появляются. То есть это как бы бесконечный процесс, наверное, да. Çok sağ olunuz bugün kelgенiniz için ve böyle güzel sohbet geçirgeniniz için. İnşallah birlikte bu bizim milli sanatımızı inkişaf ettiririz. Sağ olun. Allah razı olsun. Sayılı dostlar, Millet ve Zaman yayını sonuna geldi ve siz görüyorsunuz ki her bir yayınımızda biz ya da sanatının ya da medeniyetimizin herhangi bir tarafına dikkat ayırırız ve mühim mevzular üstünde fikir yürütemiz. Sağlıklı kalınız.